столице Коми судебные приставы на 3 месяца закрыли злополучный бар в подвале жилого дома по улице Коммунистической. На так называемую наливайку жители района обращались в полицию и различные инстанции на протяжении минимум полугода. Ну невозможно уже. Крики, шум, драки каждую ночь. И самое ужасное, что молодежь спивается. И для них жестокая драка – это уже норма. Для них нет страха, что кого-то можно убить, просто не рассчитав силы. Самое страшное, что все к этому привыкли. Владельцы круглосуточного бара, к слову, которые живут в Архангельской области, а бизнес и вовсе зарегистрировали в Санкт-Петербурге, на сигналы недовольных сыктывкарцев не реагировали, ссылаясь на то, что о сложившейся ситуации ничего не знают. В конце октября прошлого года столичная мэрия направила письмо в прокуратуру для рассмотрения вопроса о закрытии заведения. Назначили ряд проверок. Сотрудники Роспотребнадзора по Коми выявили такие нарушения: антисанитарию, отсутствие вентиляции, отсутствие у работников медицинских книжек и рабочей одежды. Продукты фасовались при отсутствии в цехе приготовления горячей и холодной воды. Для устранения угрозы массовых инфекционных заболеваний и отравлений владельцам заведения дали 3 месяца. В рамках исполнительного производства судебные приставы при выходе на адрес осуществили опечатывание помещения, также входной группы. Помимо этого произвели опломбировку имущества в виде кассового аппарата и терминала, также на входные группы помещения, на холодильнике товарооборудования. Несмотря на то, что двери опечатали, кто-то их уже не раз открывал. По закону собственники могут зайти в свой бар только по разрешению суда. Однако такой бумаги никто не оформлял. Сейчас полиция устанавливает тех, кто нелегально проникал в кафе. Если это были владельцы заведения, им грозят штрафные санкции.